В республике простились с Борисом Кочиевым. Панихида прошла в родовом селении главы Остинской общины Санкт-Петербурга. Проводить в последний путь руководителя землячества приехали представители Южной Осетии, Москвы и Петербурга. Выступили близкие коллеги Кочиева, также зачитали телеграммы, которые прислали со всей России. Как сообщалось ранее, глава Остинской общины Санкт-Петербурга был убит 2 апреля. Его тело обнаружили с ножевыми ранениями. По одной из версий, Бориса Кочиева убил родной сын. Окончательный вердикт о его виновности должен вынести Санкт-Петербургский суд. Напомним, в северную столицу Борис Кочиев переехал 40 лет назад, занимался частным предпринимательством, долгое время был первым заместителем руководителя общины Петербурга, а с 2011 года возглавил ее. Борису Кочиеву было 59 лет. В республике начался период приема заявлений в школы. Чтобы подготовить своего ребенка к учебному году, родителям придется раскошелиться. Выбор школьных принадлежностей на прилавках велик. В среднем, чтобы собрать малыша в школу, родителям понадобится около 6 тысяч рублей. И это только за канцтовары. Не обойтись ученикам и без школьной формы. Каждая школа выбирает определенный фасон и нашивку. Разумеется, одежда учеников должна соответствовать гигиеническим нормативам. По сравнению с прошлым годом цены на школьную форму выросли на 25%. Связано это с тем, что ткани подорожали. Вниманию директоров школ и родительских комитетов будет представлено более 50 комплектов школьной одежды. Для малообеспеченных и многодетных семей производители установят систему скидок. Ко всему перечисленному необходимо прибавить стоимость обуви и спортивного костюма. Таким образом, полная учебная экипировка своего чада обойдется родителям минимум в 12-15 тысяч рублей. Это брюки, это юбки, это сарафаны, это комплекты сарафан, пиджак. И для мальчиков тоже комплекты. И цены разнятся так. Брюки стоят 900 рублей, рубашка стоит 500 рублей, комплект стоит от 2200 до 2700, мальчики стоят 2500, 2800, сарафан стоит 1700, 1800, платье стоит 1500, 1700. Подготовка к главному событию года продолжается. В Ольхотово прошел 4-й сбор кадетских классов и военно-патриотических объединений. В этом году на турнир приехало 9 команд. Это своеобразный рекорд, если учесть, что на первом слете их было всего 3. Более 120 юных армейцев из Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Минеральных вод почтили память героев возле монумента защитникам села. Программа соревнований состояла из нескольких частей: спортивные состязания, разборка и сборка автомата, прохождение полосы препятствий, конкурсы строя, песни, символики и атрибутики кадетских классов. Лучшей по решению жюри стала сборная из селения Карджин. На втором месте ребята из школы номер 1 города Ордона, а третья досталась представителям селения Цалык. По словам организаторов, подобные слеты будут проходить ежегодно. Волнительный праздник. Глядя на эту красивую молодежь, чувствуешь, что они достойные наследники поколения победителей Великой Отечественной войны. И здесь, на нашей земле, оно знаково еще тем, что здесь у Ольхотовских ворот в сентябре, в декабре немецкие полчища потерпели поражение и не прорвались к бакинской нефти. И мы благодарны всем, кто сделал нам эту победу. Сотрудники ГИБДД останавливали транспортные средства и проверяли водителя по базе данных. Если у владельца обнаружен неуплаченный штраф, на него составляется очередной протокол, который впоследствии будет передан в мировой суд. Уже там будет решаться, какое наказание нерадивый автолюбитель получит – штраф или административный арест. Несколько часов активной работы принесли положительные результаты. Полицейские составили более 10 административных протоколов. В отношении злостных неплательщиков принимается ряд жестких мер – арест автомобиля и другого имущества, списание денег с личных счетов. А если долг превышает 10 тысяч рублей, автомобилиста не выпускают за пределы страны. По словам представителей госавтоинспекции, к столь решительным мерам пришлось прибегнуть из-за удручающей статистики. За 3 месяца сотрудниками ГИБДД по правобережному району составлено 180 административных материалов по статье 20.25 за неуплату административного штрафа в установленный законом срок. Рейдовые мероприятия мы проводим еженедельно, по выходным дням, а совместно со службой судебных приставов мы планируем проводить регулярно, минимум месяц-два раза.